Большой брат, ребята, едет. Скрипит. Скрипит. Я узнаю его. С прицепом. Ну, он по-серьезному, что. Красавчик. Ну тут у вас прям выполняет. Вот не без этого. Ну рассказывай. Нормально, пухнем потихоньку. Догоняем. Ну гонять не надо. Мне надо вас догнать в другую сторону. Отлично. Как? 22 прямо. Тебе что? Не, я чай все поставил. У него кулачок. Давай, бро. Рад, что приехал. Красавчик. Давай за встречу. Всегда рад видеть. Все нормально? Все отлично. Ну и отлично. Давайте за А отлично. тем более, когда встречаешься на берегу с хорошими людьми, с друзьями, на берегу такого чудесного озера. Кстати, ребят, это которая песня была в начале ролика, а это вот Серега написал. Все. Серега, Ну да, за встречу. Да. Так что я всегда рад во встрече. Поэтому бросаю работу и к вам. и к нам, да? Да. Молодчага. И дождик пошел, ребят. Вот так вот. Ну, классно, дождик. Нормально, такой грибной. Это карповая погода. Я тебе говорю, стиль вот это. Приехал большой брат. Ну, так мы его прозвали в нашей банде, в нашей команде. Не побоюсь это слова, в нашем коллективе. Да, немножко коллектив обрастает хорошими людьми, и это очень радует, ребята. Хотя расстояние не маленькие. Я живу в республике Коми, Серега живет в Твери. Это практически 2000 километров, но стараемся встречаться, дружить. Вот. Ну, понятное дело, что встречи это в основном нарбатские, но как бы ни было, раз в год, раз в полгода жмем краба. Я рад, что Серега приехал. Серега очень спокойный, добрый дядька, душевный. Вот. И красавчик. Серега приехал без рыбалки, просто, так сказать, посидеть у костра, пообщаться. И это дорогого стоит. По стандарту все, ребята, сделали, завезлись. Периодически меняем бойлы, ночные, тонущие, и какие-то плавающие. Бойлов очень много. Ну и непонятно, на что берет. Да и вообще в целом так немножко проводаем. Здесь такую прикормку карп никогда не видел. В основном здесь кормят его кукурузой, комбикормом и так далее. Вот. Ну, в целом, день заканчивается. День прошел отлично. С утра порадовали амуры. Посмотрите, друзья, предыдущую часть. Да и вообще, в целом, кто только-только на канале, зайдите и начните с первой части, чтобы была уже какая-то атмосфера, чтобы было какое-то понимание. Понятное дело, ребят, застолье. Как без него? Палки завезены. Ждем поклевки карпа. Ну, немного потом позже мы разобрались, почему перестал брать карп. Но это чуть попозже, так скажем. Едем дальше. Поехали. Вот. Вот такое наша жизнь. Так, ребят, ну что, самое главное, что мы
сегодня встретились на нашей Тверской земле. Ну, как бы, на моей, может быть, твоя земля. Нет, это земля не моя, конечно. Это Иванович, это земля Тверская твоя. земля, да. Я здесь вырос, я здесь родился. Вот. И я рад, когда ко мне приезжают на мою родную землю такие прекрасные люди, как вот Дрюня, Паша, вот Виталик. Вот. Что хочу сказать, ребят, цените дружбу. Дружба, она на века, она крепкая, когда вы уважаете друг друга, когда вы цените друг друга, когда вы готовы ради там товарища, ну, ради бросить что-то, не то, что там, как говорится, там бросить работу и убежать, как я, да, сегодня, ну, я не убежал, я просто отпросился. А бывают такие ситуации, что надо помогать, и ты встанешь и поможешь. Ты приедешь там за 500, за 300 метров, за 50, за 60 метров, за 100, за 1000 километров. Вот. Ты прибежишь, если это рядом, ты доедешь, если у тебя есть возможность, и ты поможешь. Вот что такое дружба. Дружба – это уважение, прежде всего, друг к другу. И независимости какого ты был возраста. Мы вот здесь вот люди разного возраста. Но у нас есть одно понятие. Мы относимся друг к другу по-человечески. Мы уважаем друг друга. Это в первую очередь. И хочу сказать, что я всегда буду рад приехать вот к Дрюне на его родину, к Паше на его родину. Ну вот Виталик позовет, сказал, в Кострому. Поедем к нему. А так, я рад, что сейчас мои друзья здесь, у меня в Твери, и у меня есть, пускай этот один день, одно мгновение, но я с ними проведу. Потому что сегодня они у меня сейчас здесь, а завтра мы все разъедемся, и когда мы встретимся, этого никто не знает. Но мы всегда стремимся к этому. Ребят, цените дружбу, уважайте друг друга. Ну, вот так, пацаны, даже так я вам скажу, парни, любите друг друга. Вот это слово любовь, она не означает, что там женщина, мужчина, там вот друг друга любить. А любовь, она вот это Мужская, она вот крепкая. Все, парни, цените, уважайте друг друга. Да, и приезжайте всегда, когда есть возможность, друг друга навещайте. Не теряйте ни минуты. Хорошие Пока слова. живем, Да. надо жить. Да. Пока живы, пока мы живы, да. И, ну, завтра братское будет наше поздно, сердце. да, Серег, правильно. За это по 50, как говорится. Да. Золотые слова. Один. Поэтому ты постоянно там будешь. Один. Вот, да, первый. Потом. Ну, бойл там или вот фактор, похуй. Нормально. Это там нормально, что положил, что это. Они идут вот с комплектом, там идет, Так, будем делать, ребята,
яичницу, как дядька меня учил. Самую вкусную. Лучок и помидоры. Лучок и помидорчики. Вот это будет вкусно. Банда большая у нас. Серега привез домашние яйца. В общем, ребят, сейчас мы сделаем завтрак. Сейчас будем кушать, Серега. Сейчас нас покормят. Заводим. О, поехали. Что, на долговицу хватит, наверное, да? Помидорчики пошли. Сейчас все пережарим, а потом яйца. Очень вкусно, ребят, тема. Можно еще зелени, можно еще сыра. Но вот дядька делал обычно у меня лук и помидоры. И все. И яйца. Яйца, ребят, даже домашние быть. Смотрите. А? Кайф? Кайф. Помидоров побольше можно делать, да. Можно не жалеть. Хорошо, у нас холодильник есть. Красота. Ах ты, еще укусил, зараза. Ну, поехали. Вот они домашние. Вот они домашние. Ну, какой крупный. Крупные яйца. Крупные яйца. Вот так вот. Вот для супа быть
Кинь мою 2 банки. Давай. Она не жирная, она как раз для супа пойдет вообще. Идеально будет. Она как домашняя моя, вот я варю такую же. Она суховатая такая, прикольная. Кто это? Шука? Шука. Это все, что было, называется. Нахуй тоже вечером. Скушал. Лук, лук, помидоры, яйца. Да видел? Нормально тема. Да, кстати, шука прикольно. А я перемешал, да, все? Конечно. Яйца перемешка. Да, нормально. Нормалек. Ребятки, всем привет. Ну что, вторая ночка прошла. Потихоньку встали. Вот что делает. Ох, хулиган-то, а. Позавтракали. Ну, в общем, что, какие дела? Ну, вчера похулиганили маленько, конечно, да, ребят, сразу говорю. Что, все мы взрослые люди, все мы понимаем, да, что Серега приехал, посидели. Ну, как в целом, все равно, как бы, на беседке сидели. Ну, в общем, Пашка до утра сидел, в общем, поклевок нифига. А одна поклевка была, такая, говорит, подтяга, говорит, и все. И сразу выплюнул. И что это творится, ребят, что происходит? В общем, вся вот береговая линия, вот трава, короче, он весь там, он там ходит. Короче, икромет. Пошел на икромет на этом пруду. Блин, в общем, вот мы что и думаем, почему карп-то не ловится. Здесь в основном-то это карп, а амур это так, прилов. Ну, поймали больше, чем тут кто-то вообще за год, потому что вот с дядькой разговаривали, да, вот кто вот хозяин, говорит, ну так, говорит, он попадается редко, говорит, потому что, ну, рыба интересная такая. А мы тут 3-4 штуки, а карпа нету. Оказывается, ребята, он на икромет пошел, водичка прогрелась. Ну и вчера вот чистили рыбу, вот кто смотрел, одна самочка получается, полная икры, а у другого молока, прям вся такая набухшая, ну прям готовая. А вот что и он не берет. Короче, проиграли, ребята, мы эту поездку 100%. И хрен его знает. Ну, только если вот амур может бахнуть. Не знаю. И вот чем заниматься. Вот может как-то карася попробовать на удочку. Надо что-то червей, каких-то опарышей. Хрен его знает, в общем, ребят, что делать. Спиннингом заниматься вообще неохота. Хотя что-то может какие-то закидушки там на живца попробовать. Короче, не знаю, ребят, что, приехали в целом. Сегодня 30 у нас июля уже. О, 30 говорю. 1 июля сегодня. 30 июня вчера было. Да, ну, короче, хрен знает. Да. Икромет, ребят, дело тонкое. Сейчас неделю будет метать, еще неделю болеть будет в любом случае. Ну, вот это тузики, который может как-то вот так. Ну, бывает, что на икромете какая-то рыба все равно берет. Да. Идет нерест того же налима, допустим, да, но вот налимчики попадаются небольшие. А весь основной налим, допустим, болеет. Ну, как бы я по себе так сужу. В общем, беда, ребят. Попали, не попали. А билеты куплены. Допустим, ну, что делать-то? Куда-то переезжать не вижу смысла. Да и некуда. Мы далеко уехали. Блин, ну вообще печально все, ребят, печально. Кормили, завозили, кормили. А в итоге вот такая тема. Я попробую сейчас на лодке, ребят. Мы тут взяли у дядьки лодку. Вот. Я, может, съезжу, покажу, как он входит в траве. На большую камеру поснимаю. Ну, такой отчет, ребят, что. Хрень, конечно, блин, а. Ну, надо же было так попасть. А до этого-то тут ловили. Ловили тут, ребята, ловили. Вот. Амур вообще не попадался. А вот амур, сейчас, видите, он как бы карп
дает ему приходить на прикорм как-то, потому что основная масса здесь карп. Амур это так, он здесь есть, но редкость. А мы тут его 4 штуки в день поймали, охренеть. Серега борщ готовит, короче, будем отдыхать. Блин, ребят, ну ладно, что. Опять не повезло. Этот сезон какой-то вообще в конь просто. А, кстати, у нас дома опять второй подъем воды, ребята. Третий. Ну, то бишь весенний половодье. Было июньское, и сейчас, короче, опять все подымается. Вообще рыбалки нету. Ну ладно, не унываем. Че, ребят, как есть, так есть что. Показываю, маленько снимаю. Давайте на связи, ребят. Пальчик в розыск поставите, будет приятно мне. Отвечаю. Придумал, да, ты мне сейчас будешь нужен. Так, это мне вот тут надо смыть. Ищем, найдем мы сейчас амурчика, блядь. Ты тоже убрать, что ли? Ну бери, конечно. Менять нахуй придется, блядь, пока все. На глубину он, может, ночью выходит, видишь, в основном ночью были поклевки морские, и под утро рано. А днем он трется там. Да не рано же, во сколько мы поймали? Часов 10, 9. Вечера? Нет, утром так говорю. Вчера Часов 8, наверное. поклевки-то были все. Не, эту спицу ты наоборот А, убирай. все, сейчас это Вдоль. убирать. Да. А обратно, да. Ага. Только не боком, пуч. братан, боком. Не вот А, так, боком, да? а вот. А, все, ну. Чтоб затяжка была. Да. Учусь, ребятки. Деликатному искусству. Бойлечки, шмолечки. Пашка тут потихоньку учит меня. Ну надо же, что, уметь все. Мы рыбаки универсальные, как говорится. Так что так. Учусь потихоньку. Потихоньку, ребятки, Да, я маленький учусь. ласт не моего размера. У меня так есть, но скорее всего не пойдут. А нет, залез. Сейчас я их залез. Старая же, вот она. Тут прям маленькая нога, Ну они еще они, наверное, подсохли, Серег. сейчас размочим. У меня 41, 42. Нормально. Пойду, я искупаюсь. Я далеко не пойду, где лодка. Заодно футболку О. простерну. И вот, в общем, сейчас вот такой силиконовый стопорочек. Затянуть надо петельку. Вот эту. Где, за что пойдет? Паровозик. Ну, короче, такая, знаете, ребят, рыбалка. По кайфу. Это не червей насадить. Но учусь потихоньку. Так что нормально. Опыт должен быть какой-то, да? Мы же универсальные рыбаки. Мы на сетке можем. И на фидер, и на спиннинг, и на удочку. Как-то так. Везде понемножку. Рыбалка вот она такая, ребят. Кто занимается, то занимается. Что, как говорится. В общем, что, карп, все, отбой. Будем амуром пытаться попробовать. В кусты сейчас затянемся. Там он плюхает, ходит. И, в общем, нормалды. Так. Давай на 80, брат, это. А тот на 90 затянем. Там 125. Куда тебе, на это? Это левее, да. Чуть-чуть левее.
Давай прямо, сюда пошел. Вот так. Отлично. Давай на 90 засунем. А вот. Как мы ее найдем? А это 90 метров, да? Да. Хорош. 90 идем. Вот. Хорош был. Давай идем. Бум. Разгрузился. Кому-то песок привез на дачу, сбросил, бабка получил обратно. Обратно в карьерный. Есть такое дело. Что, поклёк? Не, подтягивай. Давай я туда что завезем и сюда Пошел поставим. ты, блядь, с ней. Слышь меня? Давай Иди сюда. ты. Это заброска. Не надо пока. Отлично. Его знаешь, вот куда поставить? Где у нас на улицу комод клюнул, вот туда я закинул. Так, ребят, ну что, завезлись? Не знаю, поменяли все, короче, все эти точки, которые были наработаны, нахрен. Я уехал вообще 70, 80, 90. Тут местный дядька у нас трактор имеет, он картошкой занимается, так понимаю. Пашка ушел в траву конкретно. Вот. Ну и в целом нормально. Что. Обед готовится. Иваныч у нас борща готовит. Знаменитого на первом льду, ребята. Ух. Да и супчика уже охота. Третьи сутки. Я уже в поезде сутки. До этого 4 дня жидкого вот ничего не ел. А в поезде бич-пакет заваривал точно. Иваныч, как дела? А ничего. Нормально? Да, как Жарко. говорится, потянет. Да, Парни терпи. покупались. я тоже залез, искупался, так что... В общем, так и жили, ребят. Борща готовим. Красота. Чего пищишь, чего ругаешься? Так, ребят, что не знаю, чем уже, что-то надо что-то придумать. Пылящие, манящие. Боевочки, не боевочки. С карпом проиграли. Вот, попытаемся счастья в этом. Сделаю шары и будем бросать. Просто огромные шары такие сделаем. Сыпухи. Так, это у нас сути-фрути. Да, карповая рыбалка, ребята, она такая. Big Fish Mix. Ага, это кашка у нас пойдет. О, красота. Зерновая, хорошая. Клубничка. И бомбанем еще у нас карп. Бам-бам-бам-бам. Не написано. Ну, тоже же клубника, скорее всего. Все. Сейчас шарики сделаем. Водичкой размешаем. И шарики будут, ребят. Поставлю сюда на солнышко, пускай подсохнут. Потом просто бульк его корабликом. И все. Ну, завезлись, в общем, Паша туда в траву. А я ушел туда 80, так 70, 80, 90 метров. Туда в центр ушел. Там яма. 2,5 там показывают и холод. Ну все, сейчас водичка и погнали. Ну что, поехали. Вот такие, ребят, болтики будут. А чё бы нет, да? А чё бы нет? Давайте такие замесим, ребята. По одному будем скидывать грамм 300. Вот так вот они подсохнут. И будет ништяк все.
Опа! Вот это подъехало. Так, подъехало. Сейчас Готовы? мы будем кушать. Сейчас вы нас покормят. О, сверху зелененькую или в тарелочке? А может тарелочки, а может Да, сверху да. говорится, тарелочки какая-то. Ну да, что-нибудь. Супец, супец. Это красота, конечно. Давайте что. О, и бульончик брать. Смотри, Бульончик? Перетомился, цвет поменял. Долго постоял. Спасибо. Я тебе что побольше И это, и бульончик. Вот, и водички. А, сметанка? О, сметана, ничего себе. Там, конечно. Сметанка, да. Подборщик. Виталь, тебе что? Гусь. Гусь тебе? Ну вот так, Да, да, с ней ложить? надо. Гуще, мясо не ложить нет. Погуще, мясо не ложить. Я с ручкой просто то обжигаешься. Мало цвета, да? Цветов мало. А он был красный, а чем дольше он стоит, Капусту забрал. да, выбирает. Его надо было раз и сразу, но он потонулся. Ну, Капустку забрал. Так, у вас было 2 ложки. Есть ложки 2? Ложек нету, вилка только здесь. что, ложка дать мне есть? Дальше. Я просто вам доставал ложку. Походу я сломал. Висит. Виталий, давай. Не потерять. Что? Виталий. Ну что, всем приятно. Да, вон. На столе. Нож. Так не позвать не придет. Тихо. Так позвать не придет. Если позвать нож. Ага. Ну, вряд ли. Он скажет, нет. Красоти. Вот супчик. Вообще тема на природе. Да, Тема просто. желудок завести, это прям. Спасибо, сейчас скажу. Ну, пока ваш не знаю желудок, мой точно скажет. А ваши, скажем, другому говорить. Да, ну горячий сюда, я говорю, мы с Юрой едем, вдвоем мы ставим. Вот эту маленькую остройку я на двоих варим. Первого. Да ништяк, хочу, конечно. Борщ, либо харчо, либо там этот вермишелевый. Палаточки как дашь зимой, вот. поешный. Забыл. Ломать. Ломать, что, конечно. Я горбушку бахну. Все свои. Чебаты это. Бородинский тут взял тут чебаты. Чабата. Чебаты. Вот такой пористый, Вы смотри. не будете сало? Нет, я не буду. Красавец. А ты? Ой, еще молодцы. Молодцы, что отказываетесь. Не, больше сала это уже А, крышевое. крышевое. Там я осталось так и лежу. больше 200 грамм больше водки, сала. да, понял. А ты Я не извини. буду. Что я вас отпивать буду? Я вас обкурю. Давай. Виталий. Вам и так сейчас под конец будет плохо, когда она будет заканчиваться. Ну, давай тебе подборщик. По 50, как говорится. Не ради пьянки, а ради здоровья. Под горячее. Не молчите. С сметанкой, ух. А суп Что ты делаешь ради пьянки? Ой, класс. там муравей бегает, там, по-моему, пошел. Бомба. Больше на щи похож. Да. А у нас, Я бы тоже сказал, что это щи. у нас есть борщи. Щи, говорит, хоть. Этим Надо полощи. свою капусту Больше. забахнуть. Бля, вот тут вообще было. Пашок, ты настоящий вованчик, понял? Красавчик. Вованчик. Теннисист, как это называется правильно? Я просто этим Это теннис? теннисом занимался. Теннис, большой теннис, правильно? Теннисист это теннисист, а вот как называются вот эти валанчики, я не знаю. Ну, теннис. Большой теннис. Это же бадминтон. А, бадминтон, точно. Это бадминтонщики. Точно. Валанчик это же, да? Ой, Не,
Кортовый? Да, да, да. Это большой теннис. Это большой теннис. Опа, вот профессиональная подача. О! Ну раз. Е. О, о, Сразу видишь, ему угловой бьет, понял? ага. Витай, сделай красиво, чтобы на ту сторону перелетел валанчик. Я-то тоже мажу. Витай, давай вот тебе валанчик кораблем. Надо это. Кораблем завезем, пускай за ним плывет. И на корабль кинем его. Тогда он очень далеко будет. Не, он будет нормально, как раз вот. Опа, вот это хорошее отбичие. Вот, смотри, как умеет. Видал, он сбоку сделал. Сань. Ой, Жех. слушай. Он прямее будет просто лететь. Фух, ребят, отобедали. Красота. Так, немножко, может, покажу вам, ребят, что как территория выглядит. Вот тачки у нас тут стоят. Иваныч приехал с прицепом. Это баня. Баня, кстати, ну, это вот у хозяев. Шкура медведя. Вот, лодки такие здесь везде валяются. Старые, кстати, романтика, знаете, или помните? Вот, там огороды у них, парнички, дом. Тут, ну, для детей, как бы, девочка тут тоже маленькая, 4 годика вроде. Фух. А так все скошено. Классно, косилка. Там гаражи и так далее. Вот туалет. Ходим туда. Ну, короче, все для людей. В общем, приехать можно. Там домик. Тут 2 домика еще есть, кстати. Можно приехать в домик. Вот. Я купаться иду. Сполоснемся. Не клюет нифига. Не знаю, что делать. Пойдем поныряем. Ух, красота. Да. Может, когда-нибудь в старости, ребят, такой пруд себе тоже возьму и буду жить на пруду. Вот такой домик себе построю. Гаражик, огородик. Обогорожу. Домики сделаю для друзей, чтобы приезжали ко мне в гости. Рыбку запущу какую-нибудь. Карасиков. Щучку какую-нибудь. И будем жить да поживать. А чё бы нет, да? Места у меня есть, в аренду можно место взять. Обогородить. Да и жить. Опа! Хорошо. Да, рыбка тут плавает. Хорошая. Амурчики-то хорошие попались. Побольше, мне кажется, даже есть. Эти там бадминтон играют, или как там называется, валанчики вот эти. С ума сходят, короче. Делать нечего. Карту поиграем сейчас. Вот на карточке поиграем сейчас. О, хорошо, ребята. Момба. Андрюха распугался. И в воде, и на берегу. Вообще никого нет. Я воблер хотел запустить. Троллил я, да. Поругались, голый купаются, ребята. Пришли, хозяева ругаются. Голый говорит, не ходи тут, я уже понял. Пацаны ржут. Ай, бля. Ладно, не будем, что. Ржут. Да иди в очко. Я троллил. Я воблер запустил, ёпта. Так, ребятки, операция магазин. Тут вроде деревня есть и магазинчик какой-то есть. Что-то холодненького захотелось, там мороженка. Туда-сюда. Вон, Виталька поехал. Посмотрим сейчас, что как вообще дела. Что за деревня, что за магазин. А так глухоманька, да, такая. Жесткая, да. Ну, 30 километров, ребят, такой дороги. Вот дядька его сам поддерживает, трактора есть, вот, в общем. Не знаю, зимой, наверное, сам чистит даже, мне кажется. Ну да, что-то дорога, наверное, называется, направление. Такие дела. Здрасте. Нормальный магазин.
куплю шишки еловые и сосновые много. Все дела, ребят. Шишки. О, красота. Вообще. Здрасте. А сигаретами торгуете? А, Винсон XL есть у вас? Синий? Серый есть. Серый, да? А синего нету, да? Нет, синий закончился. Серый. А сколько есть у вас? А сколько вам надо? А все заберем. У нас там еще блок есть. А, блок еще есть, да? Так, ладно, давайте вот это и еще Виталька, какие там ты берешь? Ротман Деми есть синий? О, давайте еще столько же вот это. Там 4 пачки. 4 пачки. 5. Красота. Мой брат догонял их. Твой брат и догонял, как раз такой же музыка, он ходит, как ты, блядь. Но у него большая. Ну, я понял, я хотел JBL? и тебя пристрелить, и его пристрелить, блядь, заодно, блядь. Это его пристрелил, а не меня. У меня только всего 12 штук. Кого, коров? Да, и все. И Не, 3 там- телочки. Там я посчитал, штук 20 было. Это фрицкие. Пойдет. Я здесь гоняюсь у мужика. Так, братва, ну что, взяли мороженое, пирожное. В общем, прокатились тут по деревне с Виталькой. В деревне очень народ Да, веселый. водку не продают, в общем. Но дядька попался такой классный, вообще красавчик. Если ты будешь смотреть, тебе вообще огромное, прям вот такое человеческое. Респект, респект. Ездили, короче, какую-то еще деревню там за самогоном, но самогона нету. Такие дела. Ну что, прям на базу. Там, наверное, уже амуры клюют. Ладно, что, пробзелись хотя бы так, чем маленько. Не знаю, ребят, чем отличается деревня от деревни, как бы, ну вот... Вот я сужу по своей деревне. Вот это очередная деревня, Тверская область, да, вот я уже много где был. Да я скажу, наверное, ничем, но особо-то и не отличается. Люди живут здесь в деревнях как могут, в общем, так. И у них свой мир, как бы, ну, я думаю, так. Да, Виталь? Да, в каждой просто деревне свой как бы народ, и каждый общается просто по-своему. Да. Ну, Где-то, где дальше от цивилизации, как бы, ну, Да. как эти деревни были, как бы, да, ну, страдают они. не страдают, то есть здесь просто, конечно. Тут Колька, там не Колька, там Наташка, тут Пятнашка. Все. Да, Вот люди, только так. самое главное, что люди еще все равно остались, нормальные, которые люди, да, обратишься, да, они помогут Да, вот чем-то. прям как бы, реально, ну. да. Это самое То есть главное. простые люди еще остались на Руси. Это самое главное, да, ребят. Так что топим за добрых людей, ребят. Как обычно, всегда. За настоящих. Я всегда обычно об этом говорю, потому что для меня это очень-очень важно. И я наблюдаю, и, блин, ну это круто, когда вот даже вот тут, неважно, ты откуда, с Коми, там, не с Коми, я даже сказал, вот с Коми, говорит, это Сургут, я говорю, какой Сургут, другая сторона. Ну, факт в том, то, что мы люди, ребята, и мы человеки. И надо помогать всегда, неважно, дорога это, где-то там, в деревне, что-то такое. Вот. Такие дела. Ну, хотите вместе втроем. Я там, одну знаете? карту только вижу. Одну карту только видишь? Какую? Да. А остальные что, не видишь Не вообще? вижу. Загадай Ни одну любую. не вижу, одну только вижу. Ну, хоть любую, хоть шесть что, одну туз. загадай. 6 туз. Да не говори, а ты в уме должен. Ну, давай я посмотрю, просто раздвину одну. Давай. Все. Загадал, да? Сейчас запикать придется. Не могу вспомнить, что знакомое имею. Сейчас обманет как-то, я знаю. Не могу вспомнить. Да я уже забыл сам, походу. В какой колоде? В той. Кто это, да? Я знаю. это А факт. ты запомнил Но ее? Не могу вспомнить, ну конечно. Не могу вспомнить. Ну это тоже старый фокус.
Какой? Той. Воды? Да, один фокус надо будет сейчас вспомнить было. И каждый раз надо будет, да, участвовать? Сейчас. Что каждый раз ты сказал? До утра что ли? Ну, до утра можно перекладывать. Какой? В этой. Я в параллели слежу и в параллели свой фокус вспоминаю. Я бадминтон лучше играть, мне кажется. Ну да, реально. Я знаю его, но вот не могу вспомнить, понял? Это старый фокус, да, Сергей? Старый. Не могу я вспомнить. Ну как он, я так и не понимаю, как он знаю, самый. Две лопасти по 3 мм. Ну, в общем, у него 3. Что вот эти вот, ну... В этот день, ребята, наступило настоящее лето. Если мы приехали, еще был дождь, прохладно, я даже ходил местами в куртке. То сегодня было вечером 30 градусов жары. Окончательно поклевки прекратились. Ну и безделье уже от нечего делать, так уже ездил на лодочке по озеру, по прудику, спиннинговал. В общем, купались, играли в карты, бадминтон. Загорали, кушали, ну, в общем, проводили досуг, ребята, знаете, так, как детишки, как маленькие детки. Угорали, стебались, шутили. В общем, нормально, в целом нормально. Но, к сожалению, вода, ребят, прогрелась, и вот настал тот момент, когда карп пошел на икромет. Да, зрелище интересное, не получилось мне подснять, конечно. Вот, ночью, рано утром, поздно вечером, ну, береговая линия, вся вот эта трава просто начинает кипеть. Они дерутся об друг друга, плюхаются, прыгают. В общем, рыбка на икромете. Ну, естественно, ребят, поклевок больше не было. В целом, завершаю эту поездку. Да, мы еще провели там сутки, ребятки, мы еще жили, потому что, во-первых, билеты куплены и место забронировано. Ну, в общем, просто жили, проживали, отдыхали и так далее. Я уже ничего не снимал. Такая история, ребят. Карп 2026. Вот. Ну, в целом, я считаю, поездка получилась. Все мне понравилось. Так что давайте, друзья. Всем удачи. Берегите друг друга. Ну и на связи. Всем пока. Скоро встреча у воды, долгожданный наш причал. Каждый путь через года нас сюда опять позвал. Гладь озерная блестит, отражая небосвод. Этот вечер для друзей новый начинает год. Дрюня мчит песками края, оставляя след дорог. Через тысячи маршрутов к нам ведет его порог. Паша выехал из Москвы, набирая полный ход. Старой дружбы притяжение всех к костру сегодня ждет. 11 Рус — это Коми, край родной. 77 Рус Москва зовет с собой.
Ну а 69 Тверь открыла дверь, собрала друзей у озера на долгожданный день теперь. Серега встретит у причала с доброй искрой у костра, где потрели ранних птиц разговоры до утра. Будем вспоминать былое, строить планы наперед, и тепло мужской компании ночь сквозь тишину несет. 11 Рус — это Коми край родной, 77 Рус Москва зовет с собой. Ну а 69 Тверь открыла дверь, собрала друзей у озера на долгожданный день теперь. Да горят в рассветном свете угли яркого костра, но останется навечно эта теплая пора. Снова жизнь нас разведет по городам и рубежам, только дружба, словно озеро, сохранит дорогу нам.